18 октября на календаре, день недели пятница, и наконец-то этот день настал, заканчивается рабочая неделя. Ну а мы по традиции на рабочий, крайний рабочий день, точнее последний рабочий день этой недели, для многих из нас мы настраиваем вас на успех, на радость и на улыбку, чтобы всей семьей, почему всей семьей, потому что каждый член семьи может в нашей программе найти что-то для себя. И это «Утро Якутии», оно такое и никакое иначе. Только чтобы вам было хорошо и приятно весь день. Меня зовут Павел Танин. Наша команда, как я уже сказал, подготовила большое количество материалов, в которые всем понравится так или иначе. Но и начнем мы наш эфир с информации под таким грифом «Пока вы спали». Да, что же случилось? Случилось следующее. По итогам первого дня проката фильма «Триумф» режиссера Михаила Лукачевского, вышедшего уже в большой прокат в кинотеатрах, рекордная сумма собрана в первый день — 2,8 миллиона рублей в прокате. А также этот показатель находится на третьем месте по сборам по стране за день. И помимо этого, это новый рекорд старта проката конкретно якутского кино. Я считаю, что это отличная новость, тем более даже с точки зрения развития якутского кинематографа. Ну и надеемся, что выйдет в большой прокат по всей нашей стране, будут показывать эту картину, и тогда кассовые сборы будут еще больше, и, возможно, этим рекордом дело не остановится. Ну а сейчас давайте поговорим о погоде, что же нас сегодня за окном ожидает. Сегодня утром в центральных районах Якутии температура воздуха от минус 12 до минус 6, в заречной группе от минус 21 до минус 12, в южных от минус 16 до минус 15, в Вилюйской группе от минус 15 до минус 13. В Нижнеленских улусах от минус 13 до минус 12, в западных от минус 16 до 12 градусов мороза, в Колымо-Индигирской группе улусов от минус 12 до минус 5, в Янских от минус 21 до минус 14, на северо-западе от минус 8 до минус 7. В городе Якутске температура воздуха в 6 часов утра составила минус 9 градусов, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, ветер северо-западный 1 метр в секунду. Сегодня днем в столице республики преимущественно без осадков, ветер северо-западный 4,9 метров в секунду, а температура воздуха днем ожидается от минус 6 до минус 4. Ну а на столах горожан скоро появится свежая ряпушка. В середине октября промысловики Булунского улуса выловили порядка 30 тонн ряпушки. В этом сезоне, как отмечают рыбаки, рыба пошла хорошая. Ценную своей жирностью и богатыми запасами икры рыбу добывают неводом. По квоте рыбакам осталось выловить еще порядка 15 тонн рыбы. Вот такая вот вкусная новость. И заодно можно, посмотреть, как же все-таки добывается этот действительно ценный, вкусный, прекрасный продукт. Богатый, как мы сказали, своими запасами икры, в том числе и жирностью, что, естественно, говорит о полезности, потому что, как бы мы ни боялись слова «жир», есть среди жиров и полезные, которые нашему организму, конечно же, необходимы. Ну а теперь о других новостях. О них нам расскажут наши коллеги из информационной службы. Доброе утро, коллеги. Далее блок новостей. Старт основному циклу строительства Ленского моста дали в Якутии. На левом берегу реки Лены в районе села Старая Табага залили первую буронабивную сваю под опору масштабного инженерного сооружения. Глава региона Айсен Николаев подчеркнул, что практическая реализация важнейшего не только для Якутии, но и для всей страны проекта началась при поддержке президента России Владимира Путина. Строительство мостового перехода планируют, напомню, завершить до конца 2028 года. Уверен, что те решения, которые легли в его основу и которые прошли многократную экспертизу, позволят этому мосту работать многие десятилетия и столетия. И контроль будет очень жесткий. Федеральный институт Росдорнии заключил договор и будет работы по контролю за строительством моста вести. Ну и, конечно же, мы очень надеемся, что наша великая река Лена тоже будет благосклонна к строительству такого крупного инженерного сооружения.
Управлением социальной защиты населения Нерюнгринского района продолжается работа по заключению социальных контрактов с жителями, оказавшимися в сложной жизненной ситуации. Главная цель соцконтракта – создать для нуждающейся семьи или гражданина условия по выходу из бедности. Правом на заключение социального контракта обладают различные категории граждан, в их числе многодетные и малоимущие семьи, чей средний душевой доход ниже величины установленного прожиточного минимума, а также безработные пенсионеры, для которых разработана специальная программа поддержки. Как раз для граждан пожилого возраста разработана специальная программа на основании социального контракта, в которой направлена на получение дополнительного дохода, повышение уровня качества жизни. Данную помощь могут направить, реализовать какую-то свою бизнес-идею, также на развитие личного подсобного хозяйства. Для того, чтобы получить данную поддержку, нужно иметь доход ниже величины прожиточного минимума 34 300 рублей. Это полуторакратный повышенный размер ВПМ. А сумма поддержки до 500 тысяч рублей. На данную поддержку можно приобрести оборудование, материально-производственные запасы и также сельскохозяйственную технику, корма, птицы. Это если будет развитие личного подсобного хозяйства. Цифровая грамотность для людей старшего возраста. В Центре цифрового образования IT-КУБ в городе Нюрбе второй год ведут курсы по мобильной и компьютерной грамотности. Курсы востребованы и актуальны в решении проблем адаптации пожилых людей к современной информационной среде. Кроме обучения, как пользоваться компьютером и гаджетами, проводят и беседы о цифровой безопасности. Знания и умения, полученные благодаря таким курсам, позволяют людям старшего поколения получать всю интересующую их информацию, общаться в сети интернет, облегчить доступ к получению электронных государственных услуг. Курс длится 1 неделю, и участников у нас 19 в этот раз. После окончания данного курса каждый участник получает удостоверение о повышении квалификации Open SFU. Это тоже такой небольшой бонус, плюс, да, кому-нибудь, возможно, понадобится в работе. Поэтому, я думаю, этот курс станет очень полезным и перспективным, так как мы планируем его продолжать дальше также. Финальный этап 21-го фестиваля национальных видов спорта «Игры предков» стартовал. Звание сильнейших оспаривают 25 юных спортсменов из 8 команд республики. Школьники 9 и 11 классов соревнуются в якутских прыжках, масс-рестлинге, настольных играх «Хабылыка-Хамыска». Целью «Игр предков» является пропаганда здорового образа жизни, способствование выявлению лучших спортсменов и популяризация национальных видов спорта. Сегодня представлены игры, которые народные игры, исконно якутские игры, да. Это у нас Кирестаби, с утра только начали, и уже имена победителей уже есть. Вторым на сегодняшний день якутская вертушка. Это тоже очень хороший для физического развития, для учащихся очень нужное развитие для физических качеств. Якутская вертушка. Сейчас в данном упражнении девушки тоже очень показали хороший результат. На трассе М-11 Нева запустили эксперимент по использованию музыкальной дорожной разметки. Она представляет собой поперечные шумовые полосы, но их особенность заключается в том, что, проезжая по этим полосам, соблюдая разрешенную скорость, водитель будет слышать различные музыкальные композиции. Одной из таких стала известная «Калинка-малинка», расположенная на 653-м километре этой дороги. Главная цель создания музыкальной разметки – это повышение безопасности на дорогах. Учитывая, что музыка будет звучать только при движении с разрешенной скоростью, это поможет избежать засыпания водителей и привлечь их внимание к потенциально опасным участкам. Вот такое интересное решение, чтобы водители не уснули за рулем. Другая проблема человека – как заснуть, когда спать действительно нужно. Некоторые действительно испытывают проблему в этом вопросе, а на утро не могут нормально проснуться. Взбодриться после сна помогает утренняя зарядка. Давайте все вместе ее сделаем.
Доброе утро, республика. Меня зовут Евгения. Это мои ученицы клуба «Бриллианты Туймады». Давайте начнем этот день вместе с нами с нашей небольшой разминки. Руки на пояс, наклон вперед. Туловище раз наклонились, 2, 3 назад, 4 в сторону, 5, 6, держим спину прямо, 7, 8, повторим, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Круговые движения тазом. Начинаем. 1. Хороший большой круг. 2, 3, 4 в другую сторону. 5, 6, 7, 8. Приготовили ручки, наклон вперед с касанием стопы, середина пола и левой стопы. Можно 1, 2, 3, выросли, 4, левая стопа, 1, середина, правая стопа, выросли, повторим, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ножки вместе собрали. Руки ставим на коленочки, круговые движения коленями. 1, 2, 3, 4 и 5 влево, 6, 7, 8. Замечательно. Садимся на пол. Вытягиваем ножки вперед. Тянем стопы на себя. 1 и 2 натянули. 3. Максимально. И 5, и 6, и 7, и 8. Ноги на ширине плеч. Круговые движения. 1, 2, 3, 4. В обратную 5, 6, 7, 8. Сделаем складочку. Ножки вместе. Ушли в складочку. 1, потянулись. 2, 3 дышим, 4, 5, 6, 7, выросли, 8. Разворачиваемся, ложимся на спинку. Приступаем к упражнению ягодичный мостик. Руки вдоль туловища, ноги на ширине плеч. Поднимаем таз в максимально высокую точку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 дожимаем и 8. Угу. Кладем правую стопу на коленку, левую коленку, растягиваем пах, разворачивая правую коленку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Смена ноги. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. На этом у нас все. Повторяйте этот комплекс и будьте здоровы. Что ж, девочки-спортсменки молодцы. Зарядка и занятия спортом с детства – это, конечно же, залог будущих спортивных побед. А вот буквально завтра в Якутске в Центре спортивной подготовки «Триумф» начнется 15-й юбилейный международный турнир по вольной борьбе памяти выдающегося тренера 20-го столетия Дмитрия Коркина. И сегодня гость нашей студии, главный судья этих соревнований, судья олимпийской категории Алексей Базулин. Алексей Николаевич, здравствуйте. Доброе утро. Ну, первый вопрос. Какова готовность к такому масштабному, крупному и, я не побоюсь этого слова, важному, даже с какой-то исторической точки зрения, соревнованию? В целом соревнования в Якутии умеют проводить, и то количество спортсменов, которые приехало сюда, и те страны, которые представлены на этом турнире, это около 12 стран, около 150 спортсменов. Это всегда для зрителей очень интересные схватки и очень качественный состав спортсменов. Поэтому Якутия — это тот праздник, который должен быть для зрителей в данной ситуации. 150 спортсменов, вы цифру назвали, это вот за сколько дней такие соревнования проводятся?
Они пройдут за 2 дня. То есть за 2 дня все 150 спортсменов уже решат, кто из них, собственно, чемпион, серебряный призер и так далее. А вообще, сколько раз судили вы схватки на турнире Коркина и сколько из них в качестве главного судьи? Знаете, посчитать в качестве судьи очень сложно для меня, но в качестве главного судьи я могу сказать, я первый раз. Ну, получается, дебют ваш будет. Да. Возможно, и судейский триумф какой-то произойдет. Да, как само название нашего Место комплекса. проведения, Да. да. Ну, а самое сложное в судействе вообще это что? Потому что про спортсменов, на самом деле, говорят, про спортсменов всегда много, да, там, ну, и про тренеров тоже. А вот судьи все равно тоже, там же есть тоже свои нюансы и так далее. Знаете, я вспоминаю те эмоции, когда я впервые сел как секундант в качестве тренера. Наверное, отвечать не за себя, а за того наставника. В судействе то же самое. Знаете, когда ты выходишь и обслуживаешь встречу, это одни эмоции. Но когда ты отвечаешь за кого-то, то есть за тех судей, которые в первую очередь должны показать не только свое мастерство, но и качественно оценить работу спортсменов и отвечать за каждого из судей, это, наверное, самая сложная составляющая. А есть такое понятие, как стиль судейства? Конечно. Судью можно узнать по походке, по манере, то, как он жесты показывает, то, как он говорит. То есть, как и в борца. То есть, стиль борьбы, такой стиль судейства. А вот можете, допустим, свой стиль судейства как-то назвать, охарактеризовать, может быть, его? Да, вы знаете, у нас был последний семинар перед Олимпиадой, и один из моих коллег сказал, говорит, это стиль судейства, быть спокойным, то есть быть хладнокровным, то есть уметь обладать своими эмоциями, владеть той ситуацией, которая происходит на ковре. Но самая главная задача судейства — это не мешать борцам. Ну, мне кажется, учитывая, что судья прям он всегда в эпицентре, там, это тоже, кстати, не простая задача, в целом говоря. А говоря уже о самом виде спорта, вот для вас лично вольная борьба, вот что это, то есть как она на вашу жизнь повлияла? Ну, понятно, что сейчас вы судья, и вольная борьба повлияла на это, но в целом, может быть, на какие-то аспекты жизни, не связанные со спортом? Ну, для меня вообще вольная борьба — это жизнь, потому что я в вольной борьбе с 9 лет. И для меня это часть моей жизни. И не только для меня, и для моей семьи тоже. Ну, а предвкушая уже завтрашние соревнования, что зрители ожидают? Понятно, что это будут яркие, захватывающие схватки, но помимо этого какие-то аспекты соревнований ждут болельщиков? Я думаю, самое главное — это эмоции. Потому что борьба, особенно вольная борьба, прежде всего непредсказуемый результат и то, что может происходить на ковре. Поэтому то, что ждет зрителей, это прежде всего эмоции, за которыми они приходят. Ну, а если говорить про сами схватки, как бы все схватки подразделяются там, по весовым категориям и так далее. Где стоит, в каких весовых категориях стоит ожидать, может быть, там, наиболее захватывающих каких-то состязаний? Ну, знаете, дело в том, что в Якутии всегда славилась маленькими весовыми категориями, и пристальное внимание будет как раз к этим весовым категориям. Это 57 килограммов, 61, 65 килограммов, поэтому, конечно, будут болеть за своих земляков. Ну, а в целом по участникам часто же бывает, да, ну, в любом виде спорта тоже, что там, вот там этот спортсмен, там, эта команда, они там претендуют уже, там, грубо говоря, заочно претендуют на золото, ну, как, потому что очень сильно подготовлены. Есть ли такие спортсмены на этом турнире, может быть, команды целые, которые прям, ну, метят в звание фаворитов? Да, во-первых, будут участвовать 2 чемпиона мира здесь, на этом турнире. И, конечно же, есть молодые спортсмены именно из Якутии, которые готовы претендовать на первое место на пьедестале. Поэтому, конечно же, ковер всегда покажет, и мы ждем этих схваток. А если говорить с обратной стороны что-нибудь там из разряда серая лошадка, то есть который нет-нет, он может стрельнуть? Конечно. Какие тоже есть? Вот это, конечно, это для якутских спортсменов, наверное, показать себя для своих зрителей, для своих друзей, для своих родителей. Это, наверное, как раз есть вот такая возможность. Ну и переходя от непосредственно спорта, затрагиваем уже то, что с ним связано, как его нам могут показать. Накануне на большие экраны вышел фильм, собственно, тоже со звучным названием «Триумф», про Дмитрия Коркина, да, выдающегося тренера 20-го столетия. Удалось посмотреть картину? Да, честно говоря, я очень впечатлен. Во-первых, конечно, он заставил этот фильм перенестись в то время и заставил сопереживать теми эмоциями. Но
самое главное, наверное, то, что могли увидеть, это роль педагога и наставника в жизни каждого из нас. Мгм. Ну, а на ваш взгляд, что нужно делать, что должно, может быть, произойти, что должно поменяться, чтобы сегодня вот такие же тренеры, как Дмитрий Коркин, появлялись в нашей стране? Мне кажется, вот самые главные 3 идеи этого фильма, это были в первую очередь, во-первых, любить то дело, чем мы занимаемся, это вольную борьбу. Конечно же, как Павел Павловича мама сказала, что нужно мечтать, не бояться мечтать. И очень важно, чтобы эта мечта, она на всей протяжении жизни, она была рядом с вами и подкреплялась тем колоритом, наверное, той атмосферой, то, что нас заставляет жить и идти дальше. То есть и не бояться дерзать, не бояться идти, не благодаря, вопреки. Мгм. Ну, такая интересная беседа в преддверии такого масштабного, знакового соревнования, конечно же. Ну и пара таких вопросов уже со спортом не связаны как таковым. Первый, наверное, романтичные или люди-спортсмены вот сами по себе? Знаете, вообще люди, спортсмены, они по характеру разные. Встречаются романтики, встречаются разные люди. Поэтому они такие же люди, как и все мы. Поэтому кто-то даже пишет стихи. Ну, в принципе, да, это Кто-то здорово. играет на музыкальных инструментах. Вот говоря про музыкальные инструменты, а вот, допустим, самый, наверное, распространенный для изучения, наверное, инструмент в таком вне там, слишком профессиональном сегменте музыки — это гитара. Вот вы гитарную музыку любите? Да, я очень люблю гитарную музыку. И знаете, когда-то даже во дворе мальчишки учили меня играть на гитаре. И, то есть, для меня она знакома. Да. Ну, не зря я спросил. Во-первых, спасибо за беседу именно про соревнования. А почему мы говорили про гитару? Потому что она у нас сегодня есть в нашей студии. Чуть позже скажу, почему. Ну, связано это с сегодняшним тоже днем. Алексей, вам спасибо за беседу. Пусть соревнования пройдут на высшем уровне, пусть они выявят достойнейших, тех, кто достоин золотых медалей в них. Ну, а мы возвращаемся вот к этому инструменту и хотим сыграть, наверное, песню, да, самую такую, ну, не знаю, насколько сейчас она популярна, но когда-то была, да, звучит она следующим образом. Изгиб гитары желтой ты обнимаешь нежно, струна осколком эха пронзит тугую высь. Качнется купол неба, большой и звездно-снежный. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Качнется купол неба, большой и звездно-снежный. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Почему гитара в руках? Потому что это прекрасный многогранный инструмент. На ней можно одинаково хорошо играть минорные, мажорные ноты, и при этом она достаточно легка в обучении, если говорить про какой-то базовый уровень, а если углублять свои познания, то, конечно, можно вообще всю мелодию без дополнительных инструментов сыграть. И если вы когда-то хотели научиться на гитаре играть, то сегодня самый лучший день, потому что Всемирный день гитары 18 октября отмечается. Поэтому придумайте план на вечер, возьмите у кого-нибудь гитару где-нибудь в аренду, а может быть у вас есть, и начните играть, и будет музыка в вашей жизни всегда. Ну а о других датах сегодняшнего дня расскажем далее. На календаре 18 октября. Сегодня Всемирный день счастья, День галстука и Всемирный день конфет. По народному календарю харитины – первые холстины. На харитину женщины садились за ткацкие станки и начинали ткать холсты. Такая работа по обыкновению сопровождалась пением. Что касается мужчин, то они на харитину приступали к изготовлению валенок. Этот день в истории. В 1723 году на острове Котлин основана крепость Кронштадт. В 1867 году Аляска передана США. В 1883 году в этот день в Петербурге на месте убийства императора Александра II состоялась торжественная закладка храма Спаса на Крови. В 1942 году в блокадном Ленинграде состоялось открытие театра имени Комиссаржевской. В этот день родились Кир Булучев, советский писатель, фантаст, сценарист; Георгий Воронов, российский советский эколог, биогеограф, общественный деятель, профессор; Сергей Доренко, российский журналист, теле- и радиоведущий; Жан-Клод Ван Дам, американский актер, сценарист, режиссер, мастер боевых искусств; Сергей Безруков, советский российский актер, режиссер, музыкант,
музыкант, сценарист и продюсер. Именины сегодня отмечают Александра, Алексей, Гаврил, Григорий, Денис, Евдоким, Иннокентий и Кузьма. А следующее видео для тех, у кого домашние питомцы, а именно коты. Посмотрите, как заботятся о своей хозяйке коты, пока она крепко спит. Женщина страдает от бессонницы и может не спать по несколько дней. А когда она все-таки засыпает, ее коты прибегают проверить дыхание хозяйки и делают ей массаж. После того, как пушистые убеждаются, что с хозяйкой все в порядке, сразу же ложатся спать рядом. Вот всем бы таких котов, так что любите своих домашних питомцев, они обязательно ответят вам тем же. Ну а в Африке обнаружили настоящих Тимона и Пумбу. Бородавочник Бепси и сурикат Джерри живут в намибийском заповеднике и, похоже, очень дружны, судя по видео. Как утверждают сотрудники заповедника, они постоянно играют вместе и при этом не причиняют друг другу вреда. Самое крутое — это то, что людей они также не боятся. Позитивом зарядились, пришло время что сделать правильно? Зарядить самих себя, подкрепиться. Каждую пятницу мы узнаем новые рецепты для утреннего приема пищи, но сегодня немножко все по-другому будет. Предлагаем вам самим выбрать то, что вы будете есть, а мы покажем, как приготовить напиток, идеально подходящий для бодрого утра. Доброе утро, уважаемые телезрители! Сегодня с вами я, Далер Горохов. Сегодня мы будем готовить потрясающий чай, который будет очень сильно бодрить и тонизировать. Будет он состоять из ферментированного китайского чая пуэр. Он обладает бодрящими свойствами, антиоксидантными. Также он обладает сливочным вкусом, шоколадным и немножко землянистым вкусом. Далее у нас будет сагандаэля. Это шаманская трава, она обладает очень тонизирующим эффектом, обладает профилактикой ОРВИ, сердечно-сосудистых заболеваний. Далее у нас будет лайм. В лайме тоже очень много витаминов. Также добавим в наш напиток немного кислинки. И да, у нас будет некая изюминка в этом чае. Туда будут идти специи. Добавим туда немного орегано, черный молотый перец и гречишный мед. Мы это все смешаем, возьмем пуэр. Еще раз повторюсь, что пуэр очень бодрит. И он обладает очень сильными антиоксидантными свойствами. Мы добавим это все 1 к 1. То есть пополам смешаем чай, что даст нам ровный эффект и ровный вкус. То есть, чтобы они друг друга не перебивали, а дружненько были у нас напитки. Все, отправляем это в чашку. Так, закроем баночку. Так, можем добавить туда дольку лайма. Добавляем дольку лайма и по щепотке специи. Самое главное, не переусердствовать со специями. Буквально щепотку добавим каждого. Даст пикантность и пряный вкус. Это дополнит все очень хорошо пуэр. И скрасим это все сладким гречишным медом. То есть он обладает ярким вкусом. Кому-то может даже напоминать это гречку. Плюсы таких фильтр-пакетов, что все очень чисто всегда. То есть вы добавили заварку, спокойненько заварили и выкинули. Но, кстати, хочу вам дать на заметочку, что такой чай можно заварить несколько раз. То есть это тот самый будет пакетик, который можно будет заварить около 2 или 3 раз. Так, все это мы оставляем минут на 5-7, чтобы это все дело у нас настоялось, перед тем, как оно будет готово. Хочу отметить, что в практике церемонии заваривания чаев использовали очень много специй, такие как кориандр, бадьян, перец чили даже, гвоздика, корица и фенхель. Так, наш напиток уже заварился, будем пробовать. Получился очень яркий,
вкусный чай. Сагандаэля, она дает такую персиково-абрикосовую ноту, лайм дает зеленую свежесть и кислинку, а специи дают некую остроту этому вкусу. То есть это не как специя будет чувствоваться, а как целая композиция готовая. То есть специи закрывают это все. И чай очень сильно бодрит. Так, уважаемые телезрители, не бойтесь использовать разные ингредиенты. Зачастую это даже могут быть самые необычные ингредиенты, которые могут находиться у вас дома. Поэтому пробуйте и импровизируйте. Всем доброе утро! Ну, чай, помимо бодрости, конечно, нам отдает вот это ощущение внутренней какой-то теплоты. Особенно это актуально вот сейчас, когда погода за окном уже прям зимняя стоит, снег, минусовые температуры. И, кстати, с другой стороны, это неплохо, потому что на водоемах уже начинает устанавливаться ледостав. Это значит, что скоро в Якутии начнется мунха. Как правило, подледная рыбалка начинается, когда уже наступают 20-градусные морозы, и озера покрываются достаточно крепким льдом. Словом мунха называют не только процесс ловли рыбы, но и сам специальный невод, позволяющий разом получить улов целого озера. И в якутских селах мунха — это настоящий праздник. На нее выходят целыми семьями, всем селом, а мальчиков учат этому виду рыболовства с детских лет отцы семейства. Мунха имеет свои традиции и упоминается во многих литературных произведениях и художественных полотнах. И сегодня в рубрике «Музейный гид» рассказ пойдет об одной такой картине. Творческая и человеческая судьба художника-живописца Афанасия Николаевича Осипова неразрывно связана с местом, где родился, где вырос и куда приехал после окончания столичного вуза. Картина «Мунха. Праздник подледного лова карасей» написана в 1985 году. Вот здесь художник отобразил очень ярко традиции народа Саха. И люди заранее готовятся к этому действу священному, приезжают из разных деревень, готовятся за несколько дней. И художник написал эту картину в таком ярком, декоративном ключе. Картина богата на разные оттенки. Сияет солнце. И так красиво падают тени от людей на этот красивый снег, на котором стоят эти люди-труженики. В центре картины прорубь, и люди вокруг держат инструмент, эти жерди, которыми они отпугивают нашу рыбку, карася, и привлекают ее к центру проруби. Ну а на заднем плане мы видим уже свежевыловленный улов, искрящийся. И обратите внимание, как художник, если вглядеться, очень детально изобразил индивидуальные черты типажей людей разных возрастов. Радуются все, и у каждого из них за плечами есть мешок, потому что традиция делить поровну добычу существует у народа Саха издревле. Все мы в нетерпении ждем, когда же наступит этот праздник Мунха, когда у нас на столах, на рынках появится эта чудесная, самая вкусная рыба — якутский карась. Обязательно посетите в эти выходные музеи, желательно всей семьей, ведь ничто не объединяет семью, как совместные походы в кино, театр или музей. А вот жители Мирнинского района и гости, которые туда приезжают, имеют возможность посетить музей несуществующего села Туйхая. В 60-е годы прошлого века поселок с 500 жителей был затоплен под Вилюйским водохранилищем, а жителей переселили в другие населенные пункты. Сегодня в живых осталось мало туйхаинцев. Восстановить жизнь села сегодня помогают их дети, внуки, правнуки. Фотографии, письма, документы семейных архивов, предметы быта – это бесценный материал музея переселенцев Туйхая. Все это по крупицам было собрано благодаря неравнодушным энтузиастам.
Музей открыт в 2022 году на средства президентского фонда культурных инициатив. Получается, мы с дочерью Ксенией выиграли грант президентский. И благодаря Тамаре Васильевне она предоставила нам помещение, и у нас есть возможность сохранить историю. Вот. Вообще, история Той-Хая начинается с этого стенда. Той-Хая у истоков древней истории Якутии. Когда мы начали изучать эту историю, она очень глубокая, очень древняя. Раньше мы знали, что только вот наши предки, моя бабушка и мой папа, они являются переселенцами. Так глубоко не знали, но вот когда начали изучать, это очень интересная, очень глубокая история. Светлана Федосеева и Юрий Мачанов, они вот перед затоплением была организована экспедиция, и вблизи села Той-Хая были обнаружены скрепки, наконечники, которые датируются 3000 лет до нашей эры. Это эпоха неолита, маяхтахская культура. Вот. И это все отражено было в книге «Маяхтахская культура Северо-Восточной Азии». Но для меня это было, конечно, открытием. Историю уникального поселения восстанавливали также по различным источникам, научным трудам исследователей края, ранее изданным книгам, газетным и журнальным статьям. Вообще была впечатлена, насколько они любили свою родину, они были преданы, они хотели, чтобы мы, потомки, жили в лучшем. И каждый из них участвовал в поиске алмазов, были каюрами, проводниками, потому что когда пришла экспедиция, никто не знал тропы, только вот жители села Той-Хая, они знали и с удовольствием помогали экспедиции в поиске алмазов. Были и каюрами, и проводниками. Вот. Они внесли огромный вклад в открытие века. Вот. «Мой край, мой исток, здесь моя дорога». Книга с таким названием была выпущена в этом году. В этой книге собраны сведения по истории села Той-Хая, а также воспоминания жителей и их потомков. Нашей командой был выигран грант «Культурный код». И в этом году на Исахе мы сделали презентацию нашей книги. Здесь собрана вся история села Той-Хая, жителей, воспоминания о музее. То есть вот это вот тоже для нас это огромный шаг и возможность сохранить историю, память и передать нашим детям, чтобы знали историю, помнили. Судьбы той-хаинцев неразрывно связаны общими корнями, общей памятью и безграничной любовью к родным истокам. По словам авторов книги, только так сохраняется времен связующая нить, и только так сохраняется историческая память. Мы продолжаем рассказывать о самых заметных событиях в республике, стране и мире. Вопрос создания Центра противодействия кибератакам стал ключевым на совещании главы Якутии Айсена Николаева по информационной безопасности в инфраструктуре правительства. Центр будет заниматься мониторингом, анализом и оперативным реагированием на киберугрозы, а также обучением специалистов в области информационной безопасности. В настоящее время проводится его оснащение оборудованием и программным обеспечением. И, кроме того, на заседании обсудили и вопросы подготовки IT-кадров, включая специалистов по информационной безопасности, а также готовность IT-структур региона к отражению потенциальных угроз. В Якутии продолжается комплексная реабилитация участников специальной военной операции и членов их семей. Так, свою работу продолжает Республиканский социально-оздоровительный центр комплексной реабилитации инвалидов имени Юрия Степанова. Всего реабилитацию прошли порядка 300 участников СВО и около 280 членов их семей. Сотрудники центра также продолжают и мероприятия по информированию и консультированию для них. Всего было проведено более 58 встреч с различными ведомствами и организациями.
В рамках программы оказывается социально-психологическая и социально-медицинская помощь. Продолжается сотрудничество с бассейном «Самородок», где для участников спецвоенной операции проводятся занятия по гидрокинезотерапии. Продолжается проведение обрядов Алгыс дома Арчи, которые способствуют укреплению духа, обретению душевного спокойствия наших бойцов и их родных. В октябре стартовал конкурс видеооткрыток «Смотри, это Россия». Впервые его провели в 2020 году. Всего в конкурсе за это время приняло участие свыше 95 тысяч детей. Ну а пятый юбилейный сезон посвящен теме 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Голосование за видеоролики продлится до 17 декабря на сайте lookitsrussia.ru. Все победители получат ценные призы. И конкурс, он как раз-таки про то, как можно снять свой видеоролик, видеооткрытку, отправить любому региону, познакомиться, рассказать о том, как он любит эту родину, как он думает о малой своей родине. Ну и, конечно же, пропагандировать качество и ценности любви к своей родине. Сам конкурс начинается у нас 16 октября. Это заявочная кампания, потом у нас мастер-классы и модерация идет, и потом у нас начинается неделя голосования, и уже окончание голосования 20 декабря, уже оглашение результатов. В музее «Россия. Моя история» проходит отборочный этап турнира «Битвы роботов». Принимают в нем участие юные инженерные и роботехнические умы республики, ученики школ столицы. Всего в мероприятии принимают участие 18 команд. Их роботы собраны из деталей лего и управляются моторчиками и модулями. Главная цель участников соревнования – опрокинуть машину оппонента или нанести необходимый урон для выведения ее из строя. Данный конкурс проходит в рамках форума инженерных решений «Горизонт». Его главной целью является развитие интереса детей в Якутии к технике и машиностроению. Мы решили использовать только лего-наборов, допускать их, потому что у каждой школы есть кружок роботехника, и обязательно есть несколько наборов роботов лего, не только на ЕВ-3, но и на других наборах. Вообще хотелось бы, чтобы подобный конкурс проходил ежегодно. И по несколько этапов. Там отборочные, региональные и финал. Вообще в целом. Но для начала ограничимся только региональным этапом. В Покровске завершили реставрацию объекта культурного наследия федерального значения, дома, в котором во время ссылки проживал Григорий Орджоникидзе. Реставрация началась в мае прошлого года в рамках партийного проекта «Историческая память». Основные работы заключались в обновлении крыши, балок, перекрытий, дверей, окон и венцов. Экскурсию для ветеранов провел народный писатель Якутии Павел Харитонов-Уюку, старейший работник музея, который трудится с 1981 года, из которых 32 отдал директорской работе. В этом доме будет дом-музей Серго Орджоникидзе. Как он жил, как работал, как встречался с местным населением. И хотя он и здесь жил, но большая роль Орджоникидзе в становлении молодой Советской Республики, в развитии ее очень высока. Именно как объект дом, в котором жил Серго Орджоникидзе. В основном здесь инвентарь, экспонаты это времен Серго Орджоникидзе. На этом все. Хорошего дня и оставайтесь на нашем телеканале. Спасибо нашим коллегам. Ну а мы, так сказать, заполируем это еще одной хорошей новостью. Наши аграрии успешно представили Якутию на Всероссийской выставке сельского хозяйства «Золотая осень-2024». И мы сегодня с нашим утренним гостем Михаилом Чиросовым, директором Якутского научно-исследовательского института сельского хозяйства, поговорим не только об успехах представителей республики, но и о развитии аграрной науки и на такую также серьезную тему, как продовольственная безопасность. Михаил Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. Вот, ну вначале расскажите вообще, каких успехов якутяне на выставке добились? Ну, надо сказать, что это выставка Минсельхоза России, и организаторы, и участники – это именно субъекты Российской Федерации. У нас это делегация Министерства сельскохозяйства и продовольственной политики, и она организовала очень много участников. Ну и одна из задач – это все-таки показать результативность за год, показать лучшие результаты, показать некую перспективу. И в этом году была очень большая деловая программа.
То есть, соответственно, это своеобразное просвещение, настройка задач. Как раз День работника было сельскохозяйственной перерабатывающей промышленности. Выставку посетил представитель правительства Российской Федерации Мишустин. Были зампреды, министры, то есть аграрии почувствовали внимание к себе. Ну и наша республика более 60 медалей, это завоевала, большинство из них золотых. Многие могут говорить, ну там, наверное, всем раздавали там подряд. Нет, это был конкурс, например, в науку целых 2 дня мы сдавали эти документы, и наши представители рассказывали о любых инновациях, которые мы предлагали, и их там своеобразная комиссия взвешивала, оценивала. Ну и мы, например, наш институт завоевал 12 золотых, 3 серебряных и 1 бронзовая. Это самое большое количество за всю историю. Это за всю историю нашего участия. Да, в вот таких выставках. Их они с 99-го года проходят. Как раз в такой сложный период решили проводить. Сначала было на ВДНХ, а сейчас создали в Тимирязевке Тимирязев-центр. Такой очень мощный павильон. Я думаю, там будет проходить очень много выставок такого локального характера, европейской и всероссийский. То есть это был достаточно представительный, сильный конкурс. И мы считаем, что у нас между прочим, часть номинаций не получила даже благодарности. То есть конкурс есть конкурс. И мы в этом плане почувствовали, что нас оценивают, на нас смотрят, нас проверяют. И то есть нужно приезжать с результатом. Да, нужно приезжать с результатами. Каждый год одно и то же, конечно, не привозишь. Это каждый раз новое. И вот удержать эти позиции довольно сложно будет в следующий раз. Ну вот, кстати, наверное, отвечая на первый вопрос, вы в какой-то степени ответили и на второй мой вопрос, да, что такая вот выставка, участие в этой выставке дает непосредственно отрасли? Ну, я могу добавить, что, в принципе, эта выставка показатель и в какой-то мере стимул для всех работников, которые работают в сельском хозяйстве. Ну, это как вот в спорте Олимпийские игры, вот это фильм сейчас начался «Триумф», вся нация узнала в тот момент, в 1976 году, что, оказывается, не только одиночки могут побеждать, там Роман Дмитриев, наша легенда, но и целых 3 человека. Это был триумф вообще. Мне кажется, вся республика была в шоке в тот момент. Я тоже этот период застал, значит, Монреаль, смотрели эти все. То же самое и здесь, своеобразно, это тоже обязательно надо участвовать. То есть наши аграрии должны понимать, что мы не хуже, мы находимся в экстремальных условиях, даем результаты, которые Россия видит, оценивает и поощряет. Это тоже очень важно. В том числе медали, это, конечно, моральная поддержка своеобразная, но она вот должна быть в любой отрасли. В сельском хозяйстве особенно. Ну, то есть, получается, вот нас видят, нас знают, видят, что мы работаем, да, это же, скорее всего, потом может и притянуть к себе какую-то и государственную поддержку в том числе. Ну, государственная поддержка нашей республики очень большая. Больше 60... Она же может и увеличиваться, да, грубо говоря. Больше 16 миллиардов идет поддержки. Понятно, что сельское хозяйство у нас в таких условиях требуется поддержкой, но это говорит о том, что есть и отдача, и результаты, и польза от этой поддержки. Не в пустоту это все уходит, конечно, это реализуется. А вот говоря про ваш институт, да, то есть если взять там вот обычного обывателя, да, который знает, что вот сельское хозяйство, это вот сельское, это вот там где-то большие огороды условно, да, там пашни и так далее. Как сегодня наука интегрирована в этот процесс? Потому что она же там очень тоже ключевую, важную роль играет. Ну, наука, в первую очередь, это те высокого качества инновационные продукты. Например, любой сорт растений, любое обоснование пород животных – это определенные результаты, на которых можно получить даже государственные субсидии, в том числе федеральные. Вот наш институт, он вывел все сорта сельхозрастений за всю историю республики, практически все, и обосновал все породы животных. То есть все племенные заводы, племрепродукторы получают поддержку, потому что в свое время ученые все это обосновали, измерили, изучили, сделали. То есть это вот такая теоретическая, как бы общеприкладная помощь института. А так вообще технологии, они должны быть адаптированы к нашим условиям. Якутия огромная, и в разных регионах совершенно разные условия. Ну, сравните, мы фактически по площади такая же, как и европейская территория. Поэтому разнообразие условий у нас уникально, и, соответственно, под каждый агроландшафт, в принципе, своя технология. И мы этим активно занимаемся. Мы относимся к системе Российской академии наук, Якутский научный центр, Сибирское отделение РАН. В этом году мы
это 75 лет, мы вошли в 2019 году в его состав, ну и такой очень дружной компании институтов мы работаем вместе. И вот в том числе участие в этой выставке уже 2 года подряд мы стали выезжать. До этого был некий перерыв. Мы не ездили, но, оказывается, надо. И, в принципе, в прошлом году мы были удивились, у нас было 7 золотых медалей, в этом году 12. На следующий год не будем гадать. Конкурс есть конкурс, конкуренция растет. Ну, будем без 19 в республику обратно не пустим в следующем году. Конечно, шутка. Но в целом, да, мы понимаем, что сельское хозяйство, аграрная отрасль — это не только технологии, это не только сырье, это же еще и специалисты. Насколько сегодня, ну, скажем так, престижна работа именно в сельскохозяйственном секторе экономики, и охотно ли идут, может быть, вот сейчас молодежь, выпускники, школьники? Ну, надо сказать, что Василий Сергеевич уже сделал определенную критику в адрес агрошкол. Я думаю, у нас в республике начнет работать предлагаемое Министерством сельского хозяйства движение агроклассов. Оно, в принципе, в масштабе страны стало давать результаты. Ну, я думаю, что, конечно, сейчас в целом надо сказать, что профессия аграриев, она как бы не столь престижна, как многих других айтишников, возможно, даже экономистов, юристов до сих пор, да. Но в целом эта профессия очень нужна, важна, потому что у нас республика в какой-то мере аграрно-индустриальная, и на село должны возвращаться и приходить специалисты. У нас есть это флагманский аграрный вуз, это АГАТУ. В принципе, ему надо развиваться, двигаться. Ну, есть и много центральных. Сейчас вот политика пошла по целевой подготовке. Я думаю, интерес у детей из села должен появиться, потому что это фактически можно поступить в центральные вузы по особому положению правительства Российской Федерации. Я думаю, интерес повысится. Потому что целевая подготовка — это подготовка для себя, чтобы это село оставалось, развивалось, приходили специалисты. Тем более, что большая часть нашей территории — это все-таки сельская местность, если так посмотреть. Да, у нас промышленность, конечно, есть, но ее мало. Дает, но... Михаил Михайлович, ну, на самом деле есть еще, да, тема для обсуждения. Можно, я надеюсь, не последний раз, да, вы у нас в студии, еще об этом поговорим. Вам спасибо за эту беседу. Поздравляю с успешным выступлением. Еще, насколько знаю, в прошлое воскресенье мы отмечали День сельского хозяйства. Да, так или иначе вы с этим связаны, вас с прошедшим праздником. Вот, и хорошего вам дня. Ну, а говоря про праздники, уже в предстоящее воскресенье в Якутии отметят День матери. Поэтому и завершить сегодняшний эфир хотим песней о маме. Поговорите сегодня со своими мамами, особенно если они далеко. Поздравьте, порадуйте их. «Поговори со мной, мама» в исполнении Натальи Ильиной. На этом завершаем эфир. Вам хороших выходных. До встречи. О чем-нибудь поговори до звездной полночи, до самой
до звездной полночи, до самой. Мне снова детство подари. Поговори со мною, мама, мне снова детство подари. Мама, люблю тебя.